Каждый из нас знает прекрасно, что нарушать очень опасно. Красный, желтый, зеленый. Девочки с воздушными шарами, символизирующими цвета светофора, проверяют своих одноклассников перед конкурсом на знание правил дорожного движения. Правил, которые необходимо знать не только взрослому, но и каждому ребенку. И вот ведущий задает наводящий вопрос. Чудовище трехглазое на одной ноге. Запылал у чудища изумрудный глаз, значит, можно улицу перейти сейчас. После небольшого обсуждения ребята тянут руки, и каждая команда отвечает по очереди. За правильный ответ участникам начисляется 5 баллов. Тишины в актовом зале не было ни минуты. Еще бы, ведь школьники готовились к конкурсу долго и упорно, и поэтому знали ответы практически на все вопросы. А сколько сигнал светофора для пешехода? Красный и зеленый для пешехода. А для водителей? Красный, желтый и зеленый. Молодец. Обучение детей правилам дорожного движения – это неотъемлемая часть воспитательного и образовательного процесса, учитывая то, что проблема несчастных случаев на дороге является очень актуальной. Переходил дорогу, и было, что водитель на большой скорости не остановил машину. Вот, я обращаюсь к водителям, которые так сильно водят. Пожалуйста, водите осторожно. Там, где школы, детские сады, вы можете сбить какого-либо ребенка и его больше не вернуть. Поэтому подрастающее поколение сегодня активно изучают правила поведения на дороге. Не только из-за наставлений учителей и родителей, но и по собственным соображениям. Мой значок отвечает на то, что пешеход надо переходить по зебре. А как он называется? Пешеходная дорожка. Вот, пешеходная. Я могу сказать то, что велосипедистам нужно получить удостоверение, что ли. И можно ехать с 14 лет уже. Есть специальные дорожки велосипедные, чтобы не сбить рядом идущих пешеходов, не сбить детей и так далее. Получив ответы на все вопросы, преподаватель объявил о завершении конкурса. И судейским решением с одинаковым счетом 77 баллов у команд «Светофор» и «Пешеходы» ничья. Участников наградили грамотами. Довольные, получив не только массу позитивных эмоций, но и новую, полезную для себя информацию, ребята разошлись по кабинетам. Такие профилактические мероприятия проводятся ежегодно в каждой школе по всей республике. Мероприятия, которые направлены именно на детскую безопасность, они очень важны, так как это новое подрастающее поколение уходит, которое в будущем в общество должно быть грамотным, должны бы знать и применять правила дорожного движения. Поэтому мы больше акцент делаем образовательные дошкольные учреждения, проводим с ними подобные открытые уроки, викторины, квесты, профилактические акции, минутки безопасности. По данным ГИБДД, за прошлый год по республике произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий, как по вине водителей, так и пешеходов. И свести эти цифры к минимуму – главная цель таких профилактических мероприятий. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.